Якутский язык наравне с русским является государственным языком республики Саха-Якутия. Он является национальным языком Саха, основного коренного населения республики, самого северного в мире тюркоязычного народа. Традиционное религиозное воззрение якутов – это шаманизм, унаследованный от их древних предков. В семье тюркских языков якутский язык входит в ее восточно-хунскую ветвь, в уйгуро-агузскую группу. Наиболее близкими к якутскому языку являются тувинский, тафаларский и хакасский языки, а из древних – древнеуйгурский и древнеагузский. Ближайшими предками якутов, проживающих на бескрайних просторах северо-востока Сибири, являются курыканы или юч-курыканы, обитавшие в V-X веках в районе озера Байкал. Соседями курыканов были древние кыргызы, уйгуры и другие племена Саяно-Алтайского Нагорья. Курыканы поддерживали широкие политические, торгово-экономические и культурные связи не только с народами Байкальского региона, но и Южной Сибири, Центральной, Средней Азии и Китая. Так, в надписи в честь Кюльтигина написано, что в 553 году нашей эры послы курыканов приезжали на похороны основателя тюркского каганата Бумын-Кагана. Эта дата является первой исторической датой, относящейся к истории курыканов. На рисунке древнекитайского художника изображен курыканский всадник. Несмотря на отдаленность страны курыканов от Китая, они неоднократно посылали свои посольства в столицу Поднебесной империи. На рисунке представитель племени Дубо, обитавшего в Саянах, чьи послы были в Китае вместе с курыканами в 647 году. В Прибайкалье найдено большое количество шатровых могил, оросительных каналов, древних поселений, городищ, могильников, множество керамических сосудов, имеющих аналогии с якутскими глиняными горшками. Изделия из кости и железа, ажурные пластины, железные пуговицы, бронзовое зеркало, самшитовый гребень, кольчужная броня, железная пряжка и другие. Перед нами страна курыканов, предков народа Саха, воспетая в якутском героическом эпосе Аланхо. Это в первую очередь священное озеро Байкал, Араат, Байгал. В летописи Танской династии сказано, что курыканы входили в число древнеуйгурских племен Гаогюй или Хойхэ. Все китайские источники отмечают, что курыканы жили далеко севернее всех уйгурских и вообще тюркских племен. Местом обитания курыканов является побережье Байкала. Это низовья Селенги у Кабанска, долина Баргузина, Туткинский край, долина от горы до Балаганска и верховья Лены до Жигалова. Главным занятием курыканов было скотоводство. Они разводили коней, коров, овец, коз, верблюдов, также занимались земледелием, охотой, обработкой железа, сбором дикорастущих растений. Обо всем этом рассказывают археологические памятники, найденные главным образом в Иркутской области. Ближайшими союзниками курыканов были племена древних уйгуров, агузов и дубо или туба, а их врагами – архонские тюрки. Язык курыканов был предметом изучения известных якутских тюркологов, докторов филологических наук профессора Николая Климовича Антонова и его коллеги профессора Николая Егоровича Петрова. Нам повезло, что вот тут в окрестностях Иркутска, сейчас это место уже затоплено, мне посчастливилось найти один, так сказать, голенный сустав барана, на котором было выгравировано несколько тюркских знаков. Затем мы в верховьях реки Куды нашли среди наскальных рисунков, и у меня было опубликовано, значит, этот рисунок, где есть несколько рунических письмен. И был найден маленький обломок пряслица, точно так же, как вот этот хорошо известный пряслица, значит, вот которая
вы все хорошо знаете. Вот обнаруженное Петри, вернее, так сказать, оно было обнаружено кем-то из местных жителей, а затем передано в Иркутский университет, и профессор Петри его опубликовал. А Ксенофонтов как раз попытался дать ему расшифровку. И я думаю, что современные тюркологи еще в долгу. Значит, надо попытаться с уровня наших знаний перевести. Может быть, мы увидим что-то новое. Но, по крайней мере, все наши известные специалисты по тюркским рунам, они отмечают, и Бенштам, например, и Рокделон, что все-таки, видимо, в основе вот этих надписей лежит какой-то диалект тюркского языка, в котором, значит, много монголизмов. И вы видите, что, и прекрасно знаете, как лингвисты, что якутский язык, хотя он относится к тюркским, но тем не менее какими-то незримыми нитями связан с бурятским языком, и, видимо, нашими совместными усилиями еще предстоит, значит, изучить. Но практически так на территории своей области, во-первых, я обследовал все побережье Байкала, и практически на всем побережье мы находим курыканскую керамику и многие другие вещи. И мои немецкие друзья, в частности, этнограф Улай Аганжин, она работала в Якутии, написала прекрасную работу по якутским орнаментам. Она прислала мне фотографии еще в 60-е годы сосудов, якутских сосудов, на которых точно такие же орнаменты, как на древней курыканской керамике, обнаружены на нашей территории. В свое время тоже один из моих наставников, старших товарищей, Василий Иннокентьевич Подгорбунский, очень много времени, еще в дореволюционное время, отдал исследованию этнографическим экспедициям в Якутии и написал прекрасную работу о технологии керамики вилюйских якутов. Оно очень тесно значит, показывает связь между орнаментами якутскими и древнекурыканскими. Ну и вот верховья Хлены, по крайней мере до Учкута, то есть вот общую территорию, которую мы можем охватить на территории Иркутской области, это юг Иркутской области, это территория расселения бурят. То есть расселение бурят как бы проецируется на археологические памятники Курыкан. Байкал нельзя было обойти, и это наиболее краткий путь. И недаром, значит, в якутских легендах говорится о том, что, так сказать, далекие предки, скажем, на дереве уплыли по бурной лени. На всем этом пространстве, скажем, от Иркутска, я не говорю уже о Забайкале, далее вот в районе Ущерды-Манхая, значит, вот я только что показывал Пряслица, оно находится в Шохте, вот в этом месте, значит, и далее вот на Лени, целая серия местонахождений, которые отмечал Алексей Павлович Окладников в своих книгах. И далее в Якутии мы видим какие-то буквенные древнетюркские руны. Я думаю, что сами эти руны фиксируют путь, маршрут, как бы документируют этот маршрут. И, значит, таким образом, значит, получается, что и на нашей территории, так сказать, эти есть надписи, и на территории Якутии, и, конечно, огромное количество этих древнетюркских памятников на территории Центральной Азии. И вот мы едем ко всемирно известным шишкинским писаницам, где, по преданию, родоначальник якутского народа Элей-Баатур оставил свои письмена. В Кудинской долине находятся священные горы курыканов, в том числе гора Манхай. А в данных витринах расположены петроглифы курыканского времени. Это 5-10 век с горы Манхай. Курыкане тюрки, народ очень высокой культуры, сохранились до сих пор оборонительные сооружения, оросительные и петроглифы, наскальная живопись из манхайского городища. Вот, к сожалению, в советское время, в 60-е годы, священные писаницы пошли на отсыпку дорог, на построение фундаментов. Затем в скорости, спохватившись, начали сохранять то, что немногое, что осталось. И курыкане, мы знаем, они
растворились в нас, в западных бурятах и якутах. Поэтому у нас очень много общего. Это единая религия, шаманизм, и множество одинаковых слов. Считается, что до 30% единых слов. Спасибо большое вам. Рядом с поселком Качук есть легендарная гора Кюбелюр, откуда по преданию по реке Лени якуты перекочевали на север, на территорию современной Якутии. Мы подходим к шишкинским писаницам, к этим древним каменным скалам на берегу Великой Сибирской реки Лены, расположенным недалеко от деревни Шишкино. Здесь, в верховьях Лены, обнаружено несколько древних рунических надписей курыканов. Самые древние рисунки на шишкинских скалах относятся ко времени позднего неолита, то есть к 4-му тысячелетию до нашей эры. Это фигуры животных – оленей, лосей, кабанов. И сохранилось незначительное количество. Следующую группу петроглифов представляют рисунки, относящиеся к эпохе бронзы. Это изображения байкальских нерп, медведей, лошадей, оленей, лосей, быков, мифических животных, лодок, орнамента. Мы находимся на территории уникального памятника. Это Шишкинская писаница. Этот памятник известен во всем мире. Впервые о нем стало известно в начале XVIII века. Один из руководителей великих сибирских экспедиций Миллер описал эти писаницы. Для науки памятник стал известен благодаря трудам Алексея Павловича Окладникова, который в начале 20-х годов начал описание этих писаниц. Иркутские археологи в 60-х годах провели детальное исследование и обнаружили уникальные вещи. Многие рисунки древних людей относятся к разным эпохам – неолиту, бронзы, и особенно уникальные интересные рисунки относятся к курыканскому времени. На курыканских писаницах мы можем видеть передвижение на лошадях, перегон верблюдов, перекочевку. Курыкане проводили свои рисунки, делали свои рисунки в технике вытирания, украшали охрой. Бытовые сюжеты перекочевки говорят нам настолько реалистичны, что до сих пор сейчас это является шедевром древнего искусства курыкан. Есть рисунки более позднего времени. Они уже изображают в других стилях. Бытовые сцены, сцены охоты. И продолжаются эти писания на протяжении 2 километров. Все эти скалы. Эти скалы. К сожалению, до сих пор этот уникальный памятник мирового значения не музеифицирован. Много проблем есть финансовых, туристы портят. Дорога, которая идет рядом со скалами, портит эти писаницы. В дальнейшем мы надеемся, что найдутся спонсоры, которые проведут музеификацию этого уникального памятника. Рисунок всадника со штандартом, изображенный на этих скалах, положен в основу государственного герба Республики Саха-Якутия. Korkanım tılına kündükemiz aymak par keres tılbın anatım mankayıtık hiriger manılıra kıstar bar maktal espin biçidiyem baytoğıtık hiriger batırdira Wallar barga espin huruyduam Itıgıtık hiriger çatira canlar borya espin min Мы стоим у скалы, где высечена древнетюркская руническая надпись, которая в тюркологии называется Куртахайской. Так, более чем 1000 лет назад предки народа Саха на высокой каменной скале оставили в виде письма свои сокровенные мысли.
Особое место среди шишкинских писаниц занимает скала Хара-Ажирай. Хара-Ажирай – это хозяин реки Лены и этого священного места. По преданию бурят, тело богатыря Хара-Ажирая, убитого вражескими войнами, было вынесено рекой и похоронено на этом месте. Каждый, кто проходит мимо, должен умилостивить его, сделать жертвоприношение. Местные аборигены поставили под этой скалой на берегу реки ритуальный столб Каная-Серге. Регулярно приходят сюда молиться и совершить обряд поклонения Хара-Ажираю. Сейчас это место является священным для якутов и бурят, местом, где переплелась их многовековая история. Всех нас беспокоит и волнует дальнейшая судьба этого известного во всем мире археологического памятника. Нужны срочные защитные меры с целью его охраны и сохранения. В центре кадра Лариса Владимировна Мельникова, кандидат исторических наук, защитившая диссертацию, посвященную шишкинским писаницам. В конце 90-х годов она совместно с Вадимом Николаевым повторно изучила писаницы. В 2003 году ими издан альбом «Шишкинская писаница». Иллюстрации из него вы сейчас видите на экране. Кынак бурдар, кырдымыл бар, кынак табыт, қабақ басқар кисото. Кылыя кыл түйемей постой обрубо. Осыны дие. Сынас қақынан сыналан көрәрі дері. Дәмән екен түн тауын, ендіміндан В глухой тайге, рядом с шишкинскими писаницами, недавно были найдены подземные сооружения – печи древних курыканов. Как известно, курыканы были превосходными кузнецами. Недалеко от Качуга есть горы, ступенькой в небеса. С них видятся реки большой узоры, дорога и леса. На скалах люди вечно рисовали, как только дети рисовать могли. Моменты вдохновения доверяли камням, книгохранилищам земли. Бежит под теми скалами река, куда-то неизвестно, и отражает только облака и только это место. Но скалы так уверенно стоят, былое сберегают, глазами предков пристально глядят, как будто вспоминают. Во время экспедиции мы встретились с кандидатом исторических наук, археологом Вадимом Станиславовичем Николаевым, специалистом-археологом Центра по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области, сообщившим нам сенсационную новость.
Перед вами тюркский серебряный сосуд, датируемый второй половиной первого тысячелетия. Он был найден на одном из Муруйских островов, на реке Ангаре, ныне Братское водохранилище, в конце 60-х, начале 70-х годов капитаном рыболовецкого судна. Передан археологами в 2003 году. Всего сосудов было найдено 6, передано было 2. На одном из них были найдены рунические письмена. К сожалению, у нас сейчас его нету, а вот этот сосуд интересен тем, что на его донышке имеется тамга. Вот. Второй сосуд отдан в Санкт-Петербург. Для расшифровки. Да, для расшифровки. Находка серебряных сосудов. Так, на сегодняшний день это первая, можно сказать, находка серебряных сосудов на территории Приангария. Ранее они встречались только в Горном Алтае, на Алтае, на родине, собственно, тюрков Тугю. То есть мы можем сказать, что это какая-то новая страница в истории изучения куркан наших предков. В общем-то, да, можем сказать об этом. То есть, тем более, это в первую очередь культурные, торговые связи. Поскольку этих сосудов было найдено всего 6, то это клад. Раз это клад, значит, то есть данные изделия представляли собой достаточно большую ценность. То есть мы можем говорить о драгоценном кладе, о серебряном кладе наших предков куркан. На донце этого сосуда танга, на донце второго сосуда передано нам письмена, около 30 рунических письмен. Целая поэма. Полностью вот так вот записанных, да, можно сказать, целая поэма. Ну, вот надеемся, что исследователи из Санкт-Петербурга помогут нам в расшифровке этих надписей. Спасибо вам, вы нас очень обрадовали, нашу делегацию, и желаем вам всего наилучшего. Иркутская земля – земля страны юч-курыканов, и сейчас хранит множество неразгаданных тайн. Об этом говорит и первый серебряный клад древних предков якутов, найденный на Ангаре. А сколько новых, радостных и счастливых открытий ждет молодых исследователей и ученых, о чем расскажет одна только надпись, вырезанная на донышке серебряного сосуда. Якутский язык – язык саха. Это наследница курыканского языка. Это язык древних легенд и преданий, язык шаманских камланий и благословлений алгысов. Это язык богатырского эпоса Аланхо и народных песен таюков, язык богатой художественной литературы. В настоящее время якутский язык – это государственный язык республики Саха-Якутия, один из развитых тюркских языков Российской Федерации, имеющий глубокие корни и многовековую историю. Таинственные и загадочные письмена легендарного Элей-Баатура, оставленные в назидание нам в седой древности, яркое тому свидетельство.